Уважаемая Талина Валерьевна, скажите, пожалуйста, вот вы как уполномоченный по защите прав предпринимателей, поддерживаете ли вы принятие Государственным собранием ИЛТМ Республики Саха-Якутия закона в прошлом году о дополнительном ограничении розничной продажи алкогольной продукции? И в связи с этим, каким образом тут утверждают, что произошла наценка на продовольственные товары из-за того, что предприниматели вынуждены были отказаться от реализации алкогольной продукции, и в связи с этим они дополнительную наценку делают на продовольственные товары. Было ли это? Мы занимались этим вопросом. Здесь, конечно, надо сказать, что и бизнес не совсем, может быть, так проявил активность. Ну, в смысле, во всяком случае, было непонятно. Мы собирали несколько раз предпринимателей по этому поводу. Было же два законопроекта. То есть был один первый законопроект по поводу нежилых помещений. Здесь мы отреагировали и отправили. Здесь, во-первых, не в соответствии с федеральными нормами, во-первых, то есть как бы есть. При обращении с жалобами нужно, вообще в принципе с проблемой надо разбираться. Первый юридический вопрос, и второй вопрос в принципе, что касается самого бизнеса. Да? Действительно ли он страдает, либо есть, как говорится, превышение, так сказать. Вот. По юридически тот первый проект не проходил, мы с ним проработали. Но вторая инициатива, она вошла как раз через депутатский корпус. И здесь важно отметить, что систему оценки регулирующего воздействия, которая утверждена указом президента еще 12-го, по-моему, или 13-го года, да, на сегодняшний момент этот проект закона действующий, он вот эту систему не проходил. В чем хороша система ОРВ? Мы можем обезопасить себя, прежде всего, законодатель может себя обезопасить от всякого вот подобного рода, ну, побочных эффектов, да? Во-первых, что за перегородка? Какая она должна быть. Там есть сейчас потихонечку начинают возникать эти проблемы с техпаспортами, там со всякими разными нюансами, но пока я не готова здесь комментировать. Вот. То есть здесь же важно отрегулировать так, чтобы потом не отразилось это, ну как бы, ну мы видим то, что сейчас есть по факту. Да? То есть я не думаю, что цель была не в этом. Так? То есть, значит, мы говорим, что цель не достигнута. Это первое. Что касается оборот предпринимателей розничной торговли, хотим мы или нет, он поддерживается, в особенности это ярко в узких рынках, да, то есть в том числе вот в районах. Он поддерживается за счет алкогольной продукции. Хотим мы этого или нет, но это так. И в обороте, в общем, мы смотрели, разбирались и по цифрам, как говорится, какую долю они занимают, как они действительно влияют на общий оборот. Естественно, обороты упали. И получается, что бизнес вынужден перепрофилироваться. Это болезненный момент, но это тоже надо пережить. И здесь, конечно, мелкий бизнес, я думаю, навряд ли выдержит. Ну, я имею в виду небольшие какие-то. Либо он вынужден будет переквалифицироваться полностью в алкогольный маркет, что, собственно, мы сейчас и видим. Да? То есть, видите как, здесь есть... Ну, в целом ясно, Екатерина Ивановна. Вы ответы сформулируйте более конкретно, хорошо? Хорошо.